Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей за оскорбление полицейского в Якутии. В вагоне-ресторане поезда, направляющегося из Нижнего Бестяха в Нерюнгри, наряд транспортной полиции задержал 34-летнего мужчину за нарушение общественного порядка. При оформлении протокола задержанный оскорбил представителей правоохранительных органов нецензурной бранью. Уголовное дело, возбужденное по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей», направили в суд. Житель Мирного обвиняется в вымогательстве, совершенном с применением насилия. По информации прокуратуры региона, в июле прошлого года обвиняемый решил вымогать деньги у своего знакомого под предлогом, что его собака якобы повредила машину. Несколько месяцев, с июля по октябрь прошлого года, обвиняемый при встречах с потерпевшим требовал деньги, высказывал угрозы и применил в отношении него насилие. При этом он отобрал у последнего паспорт для последующего оформления кредита на покупку бытовой техники в случае невыполнения его требований в установленный им срок. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы. Житель Момского района приговорен к 2,5 годам лишения свободы за кражу рыбы у пожилого мужчины. Об этом сообщает прокуратура региона. Неоднократно судимый за кражи подсудимый в начале ноября прошлого года, побывав в доме 71-летнего потерпевшего, узнал, что он хранит в кладовке веранды мешок рыбы и решил совершить кражу для последующей продажи. Он разбил окно веранды, проник в жилище и украл из кладовой 18 килограммов хариуса и 7 килограммов налима. Часть украденной рыбы обвиняемый продал, часть употребил в пищу, а также угостил своих родственников. В ходе следствия мужчина вину признал и возместил ущерб потерпевшему в полном объеме. 2 пассажира погибли в ДТП на Вилюйском тракте вблизи Якутска. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД, 12 января около 9 часов вечера по местному времени на 36-м километре 25-летний водитель Toyota East с 3 пассажирами столкнулся с большегрузом Scania из-за небезопасной скорости движения и дистанции. В результате погибли 2 пассажира иномарки. 66-летняя женщина скончалась на месте, а 65-летний мужчина в карете скорой помощи, не приходя в сознание. Водителя Toyota госпитализировали в медучреждение, а 3-й пассажир, 21-летний мужчина, который находился на заднем пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности, травм не получил. Житель Алекминска жестоко обращался с детьми и угрожал убить жену. По сообщению МВД региона, в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Пьяный подозреваемый угрожал убийством жене, приставив к ее шее нож. Также, будучи безработным, он тратил на приобретение алкоголя заработную плату жены и в том числе материальную помощь, предоставляемую социальными службами. Полицией зафиксирован факт нанесения побоев 14-летней старшей дочери. Выяснилось, что подросток часто заступалась за 12-летнюю младшую сестру, которая чаще всех подвергалась недопустимым методам воспитания. Лжегадалка обманула якутянок, обещая решить их проблемы. Пресс-служба МВД Якутии сообщает, что в полицию Якутска поступили заявления от 2 местных жительниц. Они просили привлечь к ответственности женщину, которая обманом похитила у них деньги. Полицейские провели проверку и установили, что обе потерпевшие обращались за помощью к одной и той же гадалке, объявление которой они нашли в интернете. Одна хотела, чтобы ведунья помогла вернуть похищенные аферистами деньги, другая – снять порчу. Колдунья пообещала помочь, предложила погадать и провести обряды, но для этого, со слов чародейки, ей нужно было приобрести иерусалимские свечи и оказать благотворительную помощь монахиням одного монастыря. Клиентки согласились и перевели на указанный гадалкой счет в общей сложности 270 тысяч рублей. Получив деньги, эзотерик перестала выходить на связь. Гадалкой оказалась 52-летняя уроженка Саратовской области, проживающая в Самаре. Якутские правоохранители выехали в командировку и задержали злоумышленницу. Лжегадалка не стала отпираться и созналась. Мощный пожар уничтожил жилье сотен рохинджа в лагере беженцев Наяпара в Бангладеш. Как сообщили представители ООН, пламя вспыхнуло утром в четверг и охватило 500 с лишним домов, где проживали 3500 человек. Также уничтожена часть инфраструктуры. О ранениях или гибели людей не сообщалось. Причины возгорания выясняются. На видеозаписи и фотографиях, которые сумел сделать очевидец, видно, как целые семьи с детьми после пожара пытаются найти уцелевшее имущество. Но от этой части лагеря остались лишь обгоревшие обломки. В ООН сообщили, что пострадавших жителей Наяпары обеспечат всем необходимым. Более миллиона мусульман Рохинджа живут в подобных лагерях на юге Бангладеш. Большинство из них вынуждены были покинуть свои дома в Мьянме из-за религиозных преследований, которые в ООН называют попыткой геноцида. Власти Мьянмы обвинения отвергают.